Дорогой сын, дорогая дочь, я понимаю страхи, которые наполняют твое сердце, мечты и стремления, которые трогают твою душу. Я знаю мечты, которые ты хранишь внутри себя, обещание большего за пределами твоей досягаемости. Теперь я работаю на тебя. За кулисами вращаются механизмы, готовясь излить обильные благословения в вашу жизнь. Изменения, о которых вы молились, произойдут, даже если вы этого не осознаете. В душе атмосфера навеяна прогрессом и удачей. Будьте осторожны, и вы увидите мои следы в событиях вокруг вас. Да, мощный взрыв неминуем. В это время я разбужу в тебе дар, который дремал долгое время. Это дары, данные для того, чтобы вдохновить сообщество, дать надежду отчаявшимся и освободить пленников из лап угнетения. Ибо ни один глаз не видел, ни ухо не слышало, и никакое воображение не представляло себе, что приготовил Бог любящим его. Давай приедем и поживем вместе какое-то время в укромном месте. Будьте спокойны и знайте, что я Бог. Потому что я ищу истину внутри вас, мудрость внутри вашего ядра. Не за тщеславие, а за самоотверженное служение. Не для человеческой похвалы, а для вечной награды. Путь эгоистических амбиций широк и непроходим, и многие устремляются на него с обещанием пустой славы. Однако узки врата и узок путь к богатой жизни, отданной другим, жизни, возрожденной, чтобы привлечь ко мне сердце. Если вы желаете величия в моем царстве, выберите путь преданности, ведущий к возвышению, выберите путь смирения, а не высокомерия. Перед братьями напишите в комментариях: «Господи, даруй мне величие Твое, милостью омой ноги мои, милостью исцели раны Твои, с любовью носи мои бремена, освободи пленных и говори за угнетенных». А если споткнешься под тяжестью суда, покайся и вернись. Скорее туда, где ждут вас обильная благодать, вечная милость и руки спасения. Я не учил тебя, что 1000 падет на твою сторону и 10 000 по правую руку твою, и не будет тебе вреда, и не придет никакое зло в шатер твой. Так почему ты боишься неудачи, когда я все время с тобой? Будьте уверены в себе, потому что ваши ошибки не определяют вас. Моя сила целиком в моей слабости. Рассматривайте каждую неудачу как возможность заставить мое прощение сиять еще ярче. Пожалуйста, примите мою протянутую руку. Я готов вознести тебя, как орел, от славы в славу. Вам не о чем беспокоиться, потому что вы верите в мои обещания и двигаетесь вперед с верой. Преодолейте страх, вызывающий ложь, контролируйте свой разум и направляйте каждую ложную мысль к моей истине. Пожалуйста, дайте мне мои умелые руки те результаты, которые я себе представлял. Замените неуверенность верой и доверием. У меня есть план, который не будет разрушен бушующими бурями и противоположными планами человека. Я буду придерживаться того, что решил. То, что я говорю, обязательно сбудется. Ни одно из моих обещаний не будет напрасным, и все, для чего я послан, будет выполнено. Поэтому выйдите за рамки текущей ситуации, которая может измениться. Посмотри на меня вчера, сегодня и всегда. Прежде всего, близость со мной, общение в моем присутствии днем и ночью. Потому что без меня вы не сможете совершить ничего ценного.
но в центре моей воли находится изобилие постоянного обеспечения, неописуемая радость, цель и продуктивность. Будьте известны как человек, который следует сердцу Иисуса, находит убежище под Его крыльями, преследует свои желания, а не корысть, и чье чистое сердце исходит из полной и целеустремленной преданности. Там, вот, я возбуду обещанием прежнее смятение, снова заставлю пустыню течь и украшу ее красотой во славу мою. Несомненно, я пошлю потоки воды в пустыню, и знамения и чудеса докажут истину мою. Если вы верите в мою верность, напишите в комментариях «Бог верен». Теперь тебя не будут называть беспомощной, а счастливой и желанной. Я превращу твою печаль в радость и дам тебе масло радости вместо печали. Я назначу тех же судей, что и раньше, и тех же министров, что и раньше, чтобы вы никогда не услышали среди вас критики или оскорблений. Вместо стыда у вас будет двойная радость, которая длится вечно, за справедливость, а я ненавижу грабеж. Я искренне дарю вам мир и процветание. Итак, возлюбленные, я прихожу, давая эти обещания, к банкетному столу, приготовленному специально для вас, к трапезе, предназначенной для того, чтобы предложить исцеление всем, кто находится под ее тенью. Давайте наслаждаться ею и наслаждаться ею. Поэтому, дорогие сыновья и дорогие дочери, поднимите свои головы. Отпустите свои печали и примите свою королевскую славу. Пейте глубоко из источника спасения, ибо смиренный будет возвышен. Идите сейчас в свете моего освобождения, потому что тьма греха исчезла. Это была долгая ночь. Пробудитесь и наберитесь сил, ибо я воспитываю королей и королев в этом королевстве. Восстаньте и сияйте, чтобы слава всемогущего Бога могла подняться над вами в сиянии и великолепии, видимом всем глазам. Часы. Послушайте, ибо это время необычайного восстановления Богом, который навсегда восседает на престоле. Будьте смелыми, держите глаза высоко, не расстраивайтесь, не отчаивайтесь, не сомневайтесь и не уставайте. Звук обетования проходит через врата рая. Соберитесь с духом и стойте твердо, поскольку потоп приходит на жаждущую землю. Мой драгоценный сын, моя драгоценная дочь, лучшее еще впереди. Когда вы обращаете свое сердце ко мне, знайте, что я здесь, чтобы окружить вас Божьей любовью и утешением. Ты для меня сокровище. С любовью, созданной по моему образу, вам суждена глубокая и близкая дружба со своим Создателем. Мое сердце наполняется радостью и покоем в твоем присутствии. Ваша прекрасная и любящая душа является источником великой радости в небесных сферах. Почувствуйте радость, которая отзывается на небесах, когда сон ангелов празднует каждый ваш шаг навстречу мне. Ваша привязанность, дружба и самоотверженная любовь приносят глубокую радость. Ваши слова, как мягкий бальзам, обладают силой исцелять и освежать, привнося свет в темные углы. Пожалуйста, знайте, что ваши молитвы, произнесенные шепотом, ваши нежные слова «Я люблю тебя, Отец», для меня подобны самым сладким ароматам. Покажите свою любовь, написав в комментариях именно «Я люблю тебя, папа». Это поднимет вас над шумом мира. Это как ароматный ладан, чистый и успокаивающий, прорывающийся сквозь хаос, чтобы достичь этого священного момента.
Я обнимаю тебя и шепчу: «Я так сильно люблю тебя, мой сын, моя дочь, так сильно». В этом священном общении почувствуйте мою вечную любовь и благодать, свидетельство нашей нерушимой связи. Возлюбленный сын и любимая дочь, я создал вашу структуру, чтобы воплотить в жизнь ваше стремление к цели и судьбе, гораздо более великой, чем тщетные обещания этого мимолетного мира. Между этими двумя состояниями вы можете увидеть проблеск большей реальности, которой вы хотите достичь. Вы созданы для чего-то большего, исследования захватывающих высот и непостижимых глубин наших любовных отношений. Уже одно это вполне удовлетворяет жажду души к смыслу. Давайте отложим отчаянное стремление к самостоятельности и строительство башен человеческих достижений, которые обречены на крах. Вместо этого отдайте свои мечты в мои руки как жертву поклонения, которая принесет результаты и претензии. Я даю это обещание, когда вы полностью подчиняетесь моему суверенному плану и подчиняетесь моей цели. Я выполню все задачи, которые приготовил для тебя задолго до основания этого мира. Никаких усилий, никаких слез, только радость и шалом, пронизывающие все, что ты делаешь по моим порывам. Ибо я есть путь, истина и жизнь. Ваша доля счастья, ваша необыкновенная и чудесная награда. Я возложу на твою смиренную голову венец любящей доброты и милосердия. Я всегда призываю тебя из глубины, в потоке благодати, в безмерную славу. Прими мое решение и учись. Прибудьте на лозе и принесите вечный плод не силой или властью, но моим духом. Возлюбленный сын, возлюбленная дочь, ты был создан, чтобы быть настроенным на меня, ходить в единстве со своим Создателем и полностью жить под звук биения моего сердца вокруг тебя. Настройте свои уши на частоту небес, ее резонанс, который соответствует вашей душе. Услышь мою мелодию, поющую о тебе. Затем почувствуйте, как ваш голос вливается в великую симфонию святых в гармонии соло. Да, ты один играешь тот звук, который я хочу проявлять на протяжении вечности. Поэтому смело проповедуйте хвалу, которая свидетельствует о моих великих делах ради вас. Мои сыновья и дочери, я заявляю всем присутствующим, что победители Голгофы навсегда победили тьму. Провозгласите год моего благоволения и день моего мщения. Давайте решительно поднимем наш флаг и призовем жнецов последних времен. Срабатывает будильник, разбудив спящих людей и напоминая им, что пора идти домой, потому что они скоро будут дома. Нет ничего лучше рыкающего льва. Скромный ягненок. Каждое колено преклонится, и каждый язык исповедует то, что вы с гордостью провозглашаете об Иисусе Помазаннике. Он всегда царит победителем. Его правление, установленное в форме священного огня, поглотит все конкурирующие троны. Но ты, моя дорогая, останешься очарованной рядом со мной, в безопасности под защитой моих крыльев. Когда будет произнесен суд, а тогда душа твоя весьма возрадуется за Спасителя твоего. Господь восхваляет Его с усердием и радостью, ибо эту честь охотно воздают тем верным, которые оставят все, чтобы следовать за Ним. Города, когда-то опустевшие и покинутые, процветают, симфонии звучат там, где когда-то было лишь запустение, и ручьи свободно текут по пересохшей земле. Я твоя высокая башня, твой сильный спаситель.
Как сказано, во мне найдешь прибежище, и когда ты споткнешься, я подниму тебя. Я успокою еще свежие и болезненные раны бальзамом милосердия, сотру неизгладимые шрамы от прошлых злоупотреблений и украшу твою голову нежностью и стойкой преданностью. Я восстановлю твое достоинство, смысл и цель. Если вы благодарны, напишите в комментариях «Спасибо, Боже, за все». Я пришел вытереть все слезы, которые все еще текут по твоему обеспокоенному и измученному лицу. Дорогая, дорогая, замолчи жестокий голос в твоем сердце. Я пришел, чтобы победить врага, который ждет возможности разрушить нашу любовь и осквернить то, что я провозгласил прекрасным. Я навсегда уничтожил их подопечных силой своей крови и властью моих победителей. Держитесь моего обещания противодействовать этим опасностям. Мои сыновья и дочери, поднимите щит веры и погасите все огненные снаряды, выпущенные в вашу сторону. Используйте с уверенностью мои слова истины, острый меч моего духа, который прорежает их отчаяние. Ваша вера будет крепнуть по мере того, как вы приближаетесь ко мне. Отважные воины, идите вперед, и вы обнаружите, что битва почти выиграна. Когда их голоса становится громче, сатана понимает, что его время коротко, и злится. Мой дух внутри вас, возлюбленные, больше этого, бесконечно больше, чем любое сопротивление, которое может возникнуть перед вами. Я не говорил, что никакое оружие, созданное против тебя, не будет иметь успеха, и никакое бедствие не одолеет помазанника моего. Поэтому я утверждаю свою силу и приказываю небесным ресурсам потребовать вашу назначенную Богом судьбу. Победа неизбежна для тех, кто наденет приготовленные мною доспехи и не побежит с поля битвы. Наберись смелости, мой чемпион, и смело иди вперед с ревом, ибо я покажу тебе путь. Пока вы следуете за мной, я буду двигаться вперед, чтобы обеспечить вашу победу. Вместе мы разграбим врата ада и освободим тех, кто оказался заложником обмана и страха. Я уничтожу ужасные твердыни, нарушившие мои правила справедливости. Земля принадлежит Иегове, и все цари возрадуются и поклонятся моему царству. Дорогие сын и дочь, продолжайте свое путешествие, твердо придерживаясь моих обещаний, проживая такую же посвященную жизнь, как ваша. Потому что это устраняет опасность, которая пытается вас остановить. Увеличь безопасность моей веры и облечь меч моей души. Ибо, когда враг пойдет против меня, он будет еще свирепее. Будьте храбрыми, воины, битва скоро будет выиграна, и победа гарантирована тем, кто поверит моему пророчеству и не поддастся отчаянию. Нам еще предстоит пройти путь, но я с вами на каждом этапе пути, направляя, укрепляя и гарантируя, что вы достигнете судьбы, которую я приготовил для вас еще до основания мира. Мужественно идите вперед, дорогие сыновья и дочери, впереди еще больше чудес, и я всегда иду вперед по пути к победе. Да, пришло время получить особую награду. Этими руками я объявляю себя всемогущим и выступаю вперед, чтобы выполнить свое обещание от вашего имени. Посмотрите теперь на чудеса и чудеса, давно предсказанные, и ожидайте возрастающего излияния моего духа, когда этот век достигнет своего апогея. Мои возлюбленные, вам будут сниться сны, видеть видения и давать могущественные пророчества от моего имени. Многие обреченные на гибель обретут спасение через его голос.
Их свидетельство прольет свет на слепых. Ваша прозрачность и победа привносят здравомыслие в сломанную жизнь. Ибо я поднимаю вас, возлюбленные сыновья, возлюбленные дочери и другие в этом царстве, чтобы провозгласить проявление моего царства на земле в эти последние дни. Я заявляю, что тьма ночи прошла. Что ж, наступил новый день. Появляется утренняя звезда, и ее яркий свет освещает каждый потаенный уголок. Моя слава, долгое время скрытая обманом и скрытым контролем врага, воссияла. Но тьма больше не будет править землей, ибо лев Иуды будет править победителем. Я установлю справедливость и равенство для угнетенных с храбрыми и искренними сердцами, которые принесут мое освобождение повсюду. Тогда восстань, моя светлая и прекрасная, и воссияй, чтобы все могли видеть мою славу и благодать, действующую в тебе. Не беспокойтесь о прошлых обидах и не бойтесь неизвестного будущего. Залог моей души гарантирует ее полное наследие и безопасное будущее без изъянов за завесой. Поэтому заходите в мой сад каждый день с радостью и благодарностью. Для меня большая честь, что вы служите мне сегодня. О вашей жизни спета новая песня. Я Альфа и Омега, начало и конец. В моем бесконечном царстве я наблюдал за твоим путешествием, сын мой, дочь моя. Услышь мои слова сейчас. Это шепот ветра и эхо вечности. Я архитектор спасения и невидимый пастырь, который ведет вас по пустыне жизни. В моем вездесущности страх не найдет прибежища, а в моем всемогуществе корни страха прорастут глубоко в почву веры, черпая питание из моих рек благодати. Посадите семена сострадания в своем сердце. Оно вырастет плодом доброты и наполнит не только вашу семью, но и многих других людей любовью и жаждой истины. Если это сообщение находит отклик у вас, дорогой сын или дочь, дайте нам знать, написав «Мне это нужно» в разделе комментариев. Не ищите мимолетных удовольствий мирской любви, потому что в моих объятиях заключена суть чистой и вечной любви. Когда слезы начнут катиться по твоим щекам без всякого зова, знай, что моя любовь — твое убежище и крепость против бурь одиночества. По сравнению со светом моей любви привязанности этого мира всего лишь тень. Они много просят, мало дают, прячут свое терпение ради корыстной выгоды, обещают счастье, но отказываются от него при первых признаках трудностей. Но моя любовь — это устойчивый маяк, вечное обещание, которое приносит мир, исцеление и верность без неизмеримой цены. Приди, сын мой, дочь моя, и покройся этой благодатью Божией, дарованной тебе. Не пытайся пополнить мое сокровище, потому что я жажду твоего сердца, твоей веры, твоей преданности делу и того, чтобы ты оставил позади свое прошлое и присоединился ко мне в паломничестве возрождения. Укрепите свою веру, с надеждой взгляните на яркие горизонты и подтвердите свой союз со мной словами уверенности. В свою очередь я обещаю беречь вашу веру и обнимать ее, как отец баюкает своего любимого ребенка. Приготовьтесь к потоку благословений, потому что моя любовь к тебе глубока, как океан, и нежна, как утренняя роса. Не обращайте внимания на пессимистов, потому что каждое утро я показываю свою любовь через бесчисленные формы. Ваши испытания и невзгоды достигли своей цели,
и ваше путешествие сквозь бурю близится к концу. Со мной все возможно, и моя любовь не знает границ. Величина моей преданности делу превосходит ваше понимание. Время, когда начинается новый день, когда двери открываются, благословений и возможностей предостаточно, а дружба расцветает, как весенние цветы. Вас окружит процветание, и финансовые заботы исчезнут. Твои молитвы, все, что имеет для вас ценность, будет пропитано моей благодатью. Потому что, когда я говорю слово, оно твердое, как звезда в ночном небе. Не бойтесь. Я с вами и всегда ваш союзник в трудные времена. Я твой щит и твое утешение в минуты отчаяния. Я наставлю тебя на путь праведности и разгоню туман смятения. Помните, я всегда присутствую в ваших мыслях, создавая мир, который находится за гранью понимания. Ваше сердце наполнится счастьем, и печаль, которая вас мучила раньше, больше не будет существовать. Мои благословения вам небесные и безграничны, потому что моя любовь безусловна. Представь мне свои чистые и благородные надежды и мечты и положи свои нужды к моим ногам. В ответ я предлагаю мир и свободу, чтобы обогатить вашу жизнь и направлять вас на каждом этапе пути. Не позволяйте смятению и беспокойству лишать вас сна. Я твердо стою в твоих мыслях и напоминаю тебе о твоей вечной бдительности. Я услышал ваши молитвы, ваши похвалы и стенания, ваши крики извинений и благодарности. В минуты страданий, когда кто-то преодолевает испытания и взывает о благодарности, мое сердце трогается. Это свидетельство вашей веры перед лицом невзгод, которые принесли вам боль и бессонные ночи. Когда ты поднимаешь руку и признаешься мне в любви посреди невзгод, это находит глубокий отклик в моем существе. Спасибо вам, сын и дочь, за ваше терпение. Знайте, что все работает на ваше благо, даже если вы этого не до конца понимаете. Поверьте мне, ведь я слышу ваши крики, ваши слезы и искренность вашего сердца. Не сомневайтесь, потому что победа вполне достижима, если вы раскроете объятия и примете ее в свою жизнь. Напишите, пожалуйста, в комментариях: «Господи, я получила». Вы увидите, как бесплодные долины вашего существования снова расцветут, и ресурсы, которые, как вы считали, были потеряны, будут восстановлены в изобилии. Остерегайтесь обмана врага, ибо они не отвратят вас от моих благословений. Если конфликт вновь всплывает в вашей жизни, не поддавайтесь отчаянию, призовите меня, и я отвечу. Пожалуйста, не волнуйся, потому что мои ангелы посланы защищать тебя, оберегать тебя и доверять тебе. Вы это уже знаете и видели своими глазами. Держитесь этих слов, потому что они – ваш щит от невзгод. Благодаря вам другие увидят мои действия, и их страх исчезнет. Ты часть моей паствы. Не бродите и не бродите бесцельно. Примите нерушимую защиту, которую я предлагаю, и прислушайтесь к моему руководству. Внимательно слушайте, внося исправления. Я понимаю ваши опасения. Я жажду твоего покаяния. Что ж, сейчас самое время изменить свой путь, не оглядывайтесь назад на это время. Я протяну руку, подниму тебя и поведу тебя по пути справедливости, пути, ведущему к свободе. На горизонте сияет моя истина,
и я жду вас с распростертыми объятиями, готовый окутать вас моей благодатью, простить ваши грехи и предложить вам новое начало. Примите мою любовь, обновите свой дух и укрепите себя. Выбирайте твердо стоять на моем слове, потому что это придаст вам эмоциональных сил и устойчивости на долгие годы. Запомните этот момент и отметьте в уме день и время, когда вы получили это послание. Пусть эти глубокие эмоции станут незабываемым воспоминанием и началом новой главы вашей истории. Сегодня начните жизнь, полную чудес и чудес, отмеченную силой моей жертвы и запечатленную моим воскресением. Вы откроете для себя новые мечты, связанные с моей вечной целью, и подумываете об открытии двери своей судьбе. Будущее, которое я приготовил для вас и вашей семьи, будет развиваться, несмотря на текущие проблемы. Как гончар лепит глину, так и я постоянно формирую ваше сердце. Люди, которых вы видите сегодня, также изменятся в ближайшие месяцы. В вашем доме появится сердце, полное мужества и веры. Ваша семья будет поражена переменами, которые вы и другие совершаете, и станете свидетелем бесчисленных чудес. Примите и поверьте этой истине, потому что перемены в пределах вашей досягаемости. Для меня нет ничего невозможного. Измените свои мысли и убеждения. Тот, кем вы являетесь сегодня, может стать завтра. Ваша личность, отношения, образ мышления и духовный рост будут обновлены. Завтра ты проснешься полный энтузиазма и подумаешь обо мне. Ты забудешь свои прошлые неудачи и вспомнишь победы, которые я дал тебе. Изменения возможны, поэтому проявите терпение и доброту, говорите мягко и общайтесь с окружающими. Пусть ваше путешествие будет наполнено чудесами и чудесами, и пусть свет моей любви направляет вас на каждом этапе пути. Пожалуйста, напишите «Аминь» в комментариях, чтобы подтвердить, что вы готовы принять это в свою жизнь. Это начало новой истории. Эта история написана чернилами надежды, веры и моей бессмертной любви к вам. Двигайтесь вперед уверенно. Я буду с вами на каждом этапе пути, формируя вашу судьбу в руках любящего Отца. Пусть это послание тронет ваше сердце, укрепит вашу решимость и осветит ваш путь вперед. Сегодня я даю вам веру и решимость победить болезнь. Будем ждать исцеления с надеждой. Следуйте мудрым советам врачей, которых я поставил на вашем пути. Я буду направлять ваши руки, используя свои знания, чтобы восстановить ваше здоровье. Чудо, которого вы желаете, произойдет в нужное время. А пока сделай свою часть работы, прими эти обещания и выслушай меня. Мой любимый сын, моя любимая дочь, планы, которые я подготовил для тебя, проводят линию доброты, сострадания и целеустремленности на протяжении всех дней твоей жизни. Каждый день – это возможность углубить нашу дружбу. Такие моменты ждут простых, но глубоких открытий, когда мой дух шепчет вам руководство в ваших решениях. Слушайте мой нежный совет и настройте свои духовные уши на мой голос, чтобы вы могли идти в гармонии со мной на пути своей божественной судьбы. На пути есть указатели, указывающие на конкретные задачи, которые я подготовил для вас. Остерегайся найти меня в неожиданных местах и лицах.
Будьте готовы позволить моему присутствию проявляться вокруг вас так, что его легко не заметить или игнорировать. Я прошу вас открыть глаза, чтобы по-настоящему увидеть людей и ситуации, подобные моей, полные вечного потенциала, ожидающие пробуждения. Когда усталость становится непреодолимой, а прогресс кажется неустойчивым, остановитесь и снова отдохните своей душой в моем присутствии. Пока вы спокойно ждете, я обновлю ваши внутренние резервы, чтобы вы могли изливать изобилие на других. Пожалуйста, дайте нам время пообщаться, пока мы вместе обдумываем будущие направления. Широкий взгляд сверху может выявить аспекты, которые трудно увидеть, если сосредоточиться только на следующих практических шагах. Мудрость значительно осветит ваш путь, когда вы будете искать мою высшую перспективу. Я хочу, чтобы вы видели все больше и больше земных событий через призму вечности. Это позволяет нам испытать сверхъестественные возможности, которые возникают, когда мы поднимаем наши глаза за пределы природы. Некогда запутанная тайна сменяется приключением, когда вы учитесь расставлять людей и события в сотрудничестве с моей невидимой рукой. Огромная жизнь ожидает тех, кто подчиняется моей светлости, зная, что я наблюдаю за каждой деталью. Делайте каждый шаг обдуманно и уверенно, даже если путь поначалу кажется неопределенным. Мой дух живет внутри вас и направляет каждый ваш шаг. Перед вами большие надежды, основанные на моей великой любви. И когда вы подчинитесь моей высшей цели внутри себя, вы засияете еще ярче. Дорогой, сынок, дорогая дочь, если ты готов, покажи это, написав в комментариях: «Я готова, Господи, сейчас». Дорогой, сын, дорогая дочь, я хотел бы возглавить тебя очень мощной и фундаментальной молитвой. Вам необходимо открыть свое сердце и повторить все слова, которые я сказал, с великой верой и надеждой. Вы можете делать это мысленно или даже вслух, когда почувствуете себя лучше. Далее молимся Отцу. Это молитва, которой я вас научил. Поэтому мы искренне просим вашего внимания и сосредоточенности в этот момент связи со Всевышним. Давайте помолимся. Возлюбленный, тихий, добрый и милосердный, я прихожу к Тебе со смирением и благодарностью. Через эти трогательные слова я осознаю величие Вашей любви, которая пронизывает каждый аспект моего существа. Вы Создатель Вселенной, пастырь, который ведет овец в пустыне жизни, и архитектор спасения, который придает нашей жизни цель и смысл. В этот момент молитвы я предлагаю Тебе свое сердце и признаю Твой суверенитет над каждой ситуацией в моей жизни. Я принимаю обещания доброты, милосердия и цели, которые дают свет и надежду даже перед лицом самых трудных обстоятельств. Я оставляю свои заботы и беды Тебе, потому что знаю, что смогу найти утешение и покой в Твоей бесконечной любви. Псалом 30, 13-19. Господь, я признаю, что Ты великолепен в ответе на наши молитвы. Псалом 30, 25. Твоя рука направляет врачей, и Твоя воля проявляется в восстановлении здоровья. Поэтому я верю, что Ты сотворишь чудеса в моем теле и в тех, кто ищет исцеления. Псалом 30, 32. Я ищу мудрости, чтобы направлять врачей и медицинских работников в каждом решении и процессе, пока я продвигаюсь вперед по этому жизненному пути.
Псалом 30, 37. Господь, открой мои духовные глаза, чтобы увидеть возможности общения с Тобой и обратить внимание на знаки и указания, указывающие на конкретные задачи, которые Ты приготовил для меня. Пожалуйста, сделай это возможным. Псалом 30, 43. Помоги мне быть открытым чудесам Божьим в неожиданных местах и лицах, зная, что Твое присутствие проявляется тонкими способами. Псалом 31, 02. Когда усталость велика и прогресс кажется неустойчивым, остановитесь перед собой и обновите свои силы и надежду в своем молчании. Псалом 31, 13. Пусть Твой нежный голос отзовется во мне и даст мне силы, необходимые для продолжения этого путешествия. Псалом 31, 19. Пусть мое видение вскоре поднимется над горизонтом и увидит всеобъемлющий план, который Ты составил для меня. В этом плане небесная мудрость интерпретирует земные события через призму вечности. Псалом 31, 31. Идя по этому пути, я хочу развить глубокую веру, непоколебимую приверженность и любовь, отражающую вашу безусловную любовь. Пусть мои слова и действия будут руководствоваться плодами Святого Духа. Псалом 31, 51. Боже, Создатель Вселенной и пастырь наших душ, я поднимаю свое сердце к Тебе с надеждой и верой, продвигаясь вперед по жизненному пути. Я признаю обещание Вашего постоянного присутствия, руководства Святого Духа и выражение Вашей спасительной любви. Псалом 32, 25. Я прошу Твоей благодати и силы, чтобы сохранить мою веру и доверие к Тебе перед лицом предстоящих испытаний. Таким образом, я смогу сохранять решимость, даже если последствия неизбежны. Я знаю, что каждое усилие, посвященное Тебе, имеет смысл и ценность в Твоих глазах. Псалом 32, 31. Я молюсь за тех, кто меня окружает. Мы молимся, чтобы Твой Святой Дух был излит и принес обещание возрождения, обновления и преобразования в нашу жизнь и общество вокруг нас. Псалом 32, 2. Я стремлюсь быть полезным другим, быть чутким к нуждам окружающих, иметь возможность поделиться полученной любовью, облегчить бремя угнетенных, подчеркивает важность вселения надежды на то, что мы можем быть инструментом для всех. Любовь, которая меняет. Псалом 32, 14. Посреди жизненных неопределенностей я призываю вас развивать проницательность, чтобы увидеть возможности, которые вы мне дали. Пусть вы руководствуетесь Духом во всех своих решениях и стремитесь не только к своему благу, но и к своему счастью. Речь идет о людях, на которых я могу положительно повлиять. Псалом 33, 41. Царь царей, когда раны прошлого угрожают испортить путь вперед, я обращаюсь к Тебе за глубоким исцелением, чтобы коснуться болезненных частей моей жизни, восстановить то, что сломано, и укрепить меня. Двигаться вперед. Верьте в свою верность. Псалом 34, 3. Когда я сталкиваюсь с неизвестным, я доверяю Тебе свои заботы о будущем. Ты, Господь времени и вечности, и я верю, что Твоя мудрость будет направлять каждый мой шаг. Возобнови во мне надежду, что даже среди невзгод Твой свет будет сиять и рассеять тьму вокруг меня. Псалом 34, 10. Я принимаю слова ободрения, обещания и увещевания, содержащиеся в этих сообщениях. Пусть я буду вашим инструментом мира,
отражением вашей любви и живым свидетелем преобразующей силы Евангелия. Псалом 34, 32. О милосердный Боже, в этот священный момент союза с Тобой я смиряюсь перед славой Твоего присутствия. Пусть мои молитвы достигнут пределов небес звуками благодарности, обожания и поиска Вашей суверенной воли. Псалом 34, 49. Столкнувшись с обещанием изобилия и перемен, я открыл свое сердце, чтобы получить благословения, которые Ты приготовил для меня. Псалом 35, 1. Пусть взгляд на будущее, наполненный оптимизмом, принесет плоды во всех сферах моей жизни, обновляя мое видение и наполняя меня благодарностью за Вашу неизменную верность. Вечный Боже, неиссякаемый источник мудрости и благодати, я возношу свое сердце в знак признания славы Твоего присутствия. Пусть мое поклонение будет, как приятное фимиам перед Твоим престолом, и пусть оно вознесется на небеса, как сладкое благоухание, окутывающее все мое существо. Размышляя о будущем, наполненном благословениями и возможностями, я доверяю Тебе свои желания и ожидания. Несмотря на то, что мое видение завтрашнего дня ограничено моими текущими обстоятельствами, меня направляет Твоя суверенная рука, и когда я представляю себе более широкое видение, мне напоминают о планах, которые Ты приготовил для меня. Пусть оно совпадет. Пусть моя жизнь будет отмечена честностью и доверием к Тебе, когда я размышляю о важности сеять семена доверия и праведности во всех начинаниях. Пусть я буду верным сеятелем, сеющим семена Твоего слова и любви, куда бы я ни пошел. Пусть мое свидетельство станет отражением Твоего света, который рассеет тьму вокруг меня. Позвольте мне не позволить нетерпению поколебать мою веру перед лицом указаний продолжать, даже если результаты будут медленными. Могу ли я продолжать твердо верить, что вы работаете за кулисами и планируете результаты, намного превосходящие человеческие ожидания? Отец Вечный, пусть моя вера в Тебя будет подобна прочному и безопасному якорю. Когда я размышляю о призыве искренне искать Твоего лица, пусть мое сердце жаждет более глубокого общения с Тобой. Давайте не будем довольствоваться поверхностной верой, а глубже погрузимся в Твою любовь и знание. Пусть каждый момент открытия в Вашем присутствии станет более глубоким путешествием. Я молюсь о Божьей силе, когда меня призывают быть проводником позитивных перемен. Пусть я буду благословением для окружающих, голосом надежды для отчаявшихся и средством исцеления для тех, кто страдает. Используйте меня, чтобы раскрыть свое царство на земле. Прежде чем Ты научишь меня смирению, пусть мое сердце будет сформировано по образу Твоего Сына, Иисуса Христа. Давайте найдем радость в служении другим со смирением и состраданием, а не в поисках человеческой славы. Пусть моя жизнь будет перед Тобой живым доказательством истинного величия, обретаемого в смирении. Перед лицом жизненного страха и неопределенности я ищу больше смелости. Пусть уверенность в Твоем присутствии и силе придаст мне смелости противостоять трудностям. Вместо того, чтобы жить в страхе, позвольте мне ходить в вере, зная, что Бог со мной больше всякого зла. Пусть мое сердце наполнится благодарностью, когда я подумаю о необходимости воздать хвалу. Пусть я никогда не буду молчать в невзгодах, и пусть мои уста провозглашают Твое величие при любых обстоятельствах. Пусть моя хвала продолжится, и пусть ее мелодия разнесется по небесным залам,
и пусть я получу обещание обновления, восстановления и воскресения. Могу ли я принять эти обещания как дары от Бога? Пусть ваш Святой Дух войдет в мою жизнь и принесет обновление и восстановление во все области, которые нуждаются в вашем прикосновении. Пусть я испытаю перерождение, которое изменит мою сущность и мир вокруг меня. Господь, я выражаю Тебе свои желания и стремления, веря, что Ты – Бог обетований. Желаю вам пройти через каждый сезон своей жизни с уверенностью, что ваши лучшие моменты еще впереди. Господи, Творец неба и земли, я возвышу свой голос с благоговением и благодарностью перед славой Твоего присутствия. Я признаю глубину вашей любви и верности, которая пронизывает каждое ваше обещание, отражающее слова Библии. Пусть ваш свет направляет мое путешествие, пока я созерцаю видение благословенного будущего, преодолевая границы времени и пространства и согласовывая свое видение с вашей вечной целью. Господин урожая, да буду я верным сеятелем на Твоих полях. Пусть каждое слово, слетающее с моих губ, будет подобно семени, посеянному надеждой и любовью. Пусть я буду инструментом Твоей истины, сажая корни веры и праведности в каждой почве, которой я прикасаюсь. Господь, пусть моя жизнь станет живым свидетельством, раскрывающим Твою славу и привлекающим сердце к Твоему свету. Перед лицом приглашения стоять твердо, я молюсь, чтобы вера поверила в Твою верность после периода ожидания. Пусть моя вера будет тверда, как скала, и пусть я покоюсь в уверенности, что Ты – автор моей веры и хранитель своих обещаний. Как я страстно ищу Твоего лица, так пусть мой поиск Твоего присутствия будет интенсивным и постоянным. Давайте не будем довольствоваться поверхностной верой, а глубже погрузимся в Твою любовь и знание. Пусть каждый момент открытия будет возможностью достичь более глубокого понимания и преобразиться по Вашей милости. Приняв вызов стать проводником перемен, я смогу выполнить эту миссию с любовью и состраданием. Пусть я буду благословением для окружающих, источником надежды для отчаявшихся и средством освобождения для тех, кто находится в плену угнетения. Пусть моя жизнь будет отголоском Твоей любви, облегчением страданий и указателем Твоей внутренней свободы. Примите призыв к смирению и превратите мое сердце в образ Твоего Сына. Вместо того, чтобы искать человеческой славы, давайте найдем удовлетворение, служа другим со смирением и состраданием. Господь, пусть моя жизнь будет отмечена смирением, отражающим величие Твоего Царства. Перед лицом страха и беспокойства наполни меня мужеством, которое можешь дать только Ты. Пусть уверенность в Твоем присутствии и силе придаст мне смелости противостоять вызовам, которые встретятся на моем пути. Вместо того, чтобы жить в страхе, позвольте мне ходить в вере, зная, что Бог со мной больше всякого зла. Спасибо за ваше доверие. Позвольте мне достичь своей цели служить вам. Я всегда буду присматривать за Тобой. Моя любовь к Тебе так велика, что Ты не должен отчаиваться в себе. Пусть Ты будешь благословлен моим миром, и пусть Твое счастье всегда продолжается. Ваша боль ощутима, и я чувствую тяжесть ваших молитв за тех, кто вам дорог. Хотя вы часто щедры и защищаете других, вы редко предъявляете личные требования. Я искренне ценю ваше благочестивое и благодарное отношение каждый раз, когда вы приходите ко мне.
Сосредоточьте свое внимание на восхвалении Бога и благодарении Его за все Его благословения. Какими бы деликатными ни были ваши выражения преданности, я всегда им рад. Ты должен знать, что я принесу тебе больше пользы, чем ты можешь себе представить. Я молюсь, чтобы ваша вера не ослабела. Что бы я тебе ни сказал, я сдержу это. Никогда не сдавайтесь, потому что что-то мешает вам. Я тот, кто решает твою судьбу. Ваши мечты сбудутся, и ваши желания исполнятся. С вашим благословением ничто и никто не сможет его у вас отнять. Тем не менее, важно сохранять лояльность, честность и порядочность. Приходите ко мне утром первым делом, и как только вы откроете глаза, наполните свое сердце и уста благодарением и хвалой. Не позволяйте тьме затмить яркость, освещающую ваши дни. Надеюсь, вы воспользуетесь возможностью, которую я вам предлагаю, чтобы понять мои добрые намерения и планы. Я дарю вам необыкновенный дар предвидения. За последние несколько дней вам пришлось через многое пройти, и мы понимаем, что это, возможно, заставило вас принять неверное решение. Но я гарантирую, что вы в безопасности. Не нужно стесняться. Вы преодолеете все препятствия и одержите победу над своими врагами. Теперь твоя очередь. Если вы знаете себе цену и принимаете себя как любимое дитя великого Бога, никто не сможет победить вас или встать на вашем пути. Вы уже преодолели все препятствия. Сосредоточьтесь на своем успехе. Продолжай двигаться вперед. С непоколебимой верой вы можете свернуть горы. Вы будете твердо верить в свои молитвы и знать, что я отвечу на них. Это также дает мне силы ходить. Здесь нет места отчаянию и печали. Я понимаю, что семья важна, даже если она причиняет боль и страдания. Отдых, молитва и тишина – все это необходимо для исцеления. Твоя душа обретет покой наедине со мной и моей чистой душой. Слезы, печаль, ошибки и неудачи – это не твоя жизнь. Сколько бы боли тебе не пришлось пережить, я всегда буду обожать тебя. Я поддержу тебя, даже если ты думаешь, что больше не сможешь. Не проиграй и не умри. У тебя доброе и невинное сердце. Держитесь подальше от темноты. Обнимите свет. Пусть ваш энтузиазм сияет на вашем лице, и люди будут выкрикивать мое имя. Они поклоняются тебе, Иисус, потому что ты мое любимое дитя и воплощение моей любви к миру. Точно так же, как я сделал для тебя многое, я буду продолжать делать для тебя чудеса, чтобы ты знал, как много ты для меня значишь. На данном этапе мы не можем позволить себе разочароваться или отступить. Как я и предупреждал вас, вы прорветесь сквозь ветер, как наконечник копья, и очистите себе путь к земле прибыли, которую я вам подарю. Вы понятны поколениям людей, и я помогу вам понять это глубже духовными средствами. Говорят, даже если тебя сегодня не будет, кто-нибудь тебя узнает. Боль от забастовки не должна помешать вам продолжать работу. Какие бы благословения и сокровища я не предлагал вам, они никогда не пропадут даром. Ваши действия имеют значение. Несмотря на то, что я контролирую все, вы достигнете новых высот благодаря силе своей веры и убеждений. Делай то, что я говорю,
когда ты чувствуешь слабость, встань на колени, а когда тебе захочется сдаться, посмотри на небо. Я обещаю не только быть там, но и помочь вам донести это послание. Пожалуйста, будьте терпеливы и избегайте стресса. Я не хочу обременять свое будущее долгами. Достаточно. Вскоре мой свет осветит тебя, и ты почувствуешь мою доброту и милость. Я разорву узы и цепи, чтобы ты мог быть свободным и не связанным. Мы вместе создадим для вас новый путь. Это секрет, которым мы поделились друг с другом в течение короткого периода времени. Скрывайте свои планы и проекты от завистливых и невнимательных людей. Как я уже говорил, вы будете благословлены. Двери откроются, и проблемы, с которыми вы столкнулись, будут решены. Я разорву цепи и узы и принесу вам мир и процветание без бремени беспокойства и долгов. Вы добьетесь успеха во всем, что бы вы ни делали, и вас больше не будут высмеивать или обескураживать из-за ваших прошлых неудач. Твое сердце изменилось, и теперь ты рассчитываешь на меня. Вы — великое дитя Божье, которому обещано это спасение. Так что работайте честно и знайте, что никто не сможет обвинить вас или вашу семью. Я буду с тобой каждый день до конца, и мои слова обладают сверхъестественной силой исцелить тебя и вернуть к жизни. Вы больше не ограничены мыслями о боли, и вам больше не нужно верить, что вы заслуживаете ужасных последствий своего греха. Ты все еще плачешь часами напролет и иногда не знаешь почему. Скажите, пожалуйста, причину вашей печали. Есть глубокое желание вернуться ко мне. Ваше сердце ищет меня, ваша душа ищет меня, и все ваше существо знает, что вы бессильны без меня. Такое ощущение, будто жизнь уходит от вас, а вы еще не нашли того счастья или удовлетворения, которое искали в себе и своих близких. Кажется, что с каждым днем мы отдаляемся все дальше, но послушай, я стою здесь с тобой. Есть источник, из которого текут благословения. Выпейте его, и ваша жизнь и душа обновятся, и вы больше никогда не будете испытывать жажды. Обещаю, моих слов достаточно. Сегодня я исцеляю вас, и вы приветствуете меня в своем доме. Я здесь, чтобы дать благословение и защиту вашей семье и благословить вас. Вас любят больше, чем вы можете себе представить. Сегодня я увидел в тебе немного грусти. Ваше лицо огорчено, но вы знаете, что вам нужны силы, чтобы продолжать двигаться вперед. Незачем проживать жизнь без надежды и вдохновения. Ты все еще можешь связаться со мной, потому что я твой отец и недалеко. Я здесь с тобой, как всегда, даже если ты иногда забываешь. Я хочу держать тебя за руку и немного прогуляться с тобой. Объясни свое сердце и скажи мне, чего ты боишься. Почему ты не хочешь жить сейчас? Почему вы хотите выбросить свою удачу в окно? Мир, конечно, жесток, но когда вы были ребенком, ваши глаза были полны надежды на будущее. Ты показал настоящую улыбку в знак дружбы тем, кого ты считал своими друзьями, но затем обман и предательство разбили твои надежды, твой смех замолчал, а я разбил твои надежды. Твоя любовь угасла, и ты больше не веришь в меня. Теперь я понимаю и знаю тебя так же хорошо, как звезды на небе. Я могу назвать каждую звезду и знаю каждую боль,
через которую тебе пришлось пройти, какой бы маленькой она ни была. У нас общий язык, поэтому мы знаем, что сказать, чтобы облегчить ваши страдания. Пожалуйста, возьми меня за руку. Затем я отведу тебя туда, где тебя будут лелеять, одевать как королевскую особу и прославлять твое имя. Там, как голодная птица, любящие глаза наблюдают за тобой день и ночь, и душа твоя питается. Тебя там действительно любят. Вы поистине дитя Божие, созданное по Его образу и подобию. Даже если вы окажетесь в самом красивом месте во Вселенной, помните, что у вас есть свое особенное место. Никто не сможет отнять это у тебя. Твое убежище глубоко в моем сердце, и я всегда буду рядом с тобой. Как мое дитя, ты имеешь право приходить ко мне каждое утро, даже если чувствуешь себя никчемным. Не ведитесь на ложь. Я купил твою жизнь своей кровью. Пожалуйста, сотрите прошлое. Хочу подчеркнуть, что бы ни случилось, ты всегда будешь частью моего сердца. Ничто не может этого изменить. Дорогое дитя, ты не проиграешь. Напротив, вы решили поверить в мои обещания, и эта вера дала вам силы преодолеть любые трудности. Помните эти слова, сражаясь с постоянными атаками врага, который пытается сдаться. Ты мой, и я защищу тебя своим сияющим мечом и могучими руками. Ваша победа всегда в моих словах. Увидьте себя отраженным в моей силе и обещаниях, и знайте, что я очень уважаю и ценю вас. Самая трудная битва не с другими, а с собственными эмоциями, которые заставляют вас верить в то, что не соответствует действительности. Не позволяйте эмоциям одолеть вас. Скорее, выступайте против них. Не позволяйте страху ослабить вас, когда вы сталкиваетесь с трудностями. Я полностью контролирую вашу жизнь и могу изменить любую ситуацию. Ты один из моих избранных, и я очистил тебя своим духом и дал тебе способность преодолевать все препятствия. Держи мою любовь в своем сердце и верь, что я всегда буду рядом с тобой. Утешите меня обещанием, что даже ваши собственные преступления можно изменить к лучшему. Ваши страдания закончатся, ваша семья станет счастливее, и вы обнаружите, что двигаетесь к своей мечте и становитесь сильнее с каждым днем. Чувствовать усталость – это нормально, но если проблема слишком серьезна, чтобы ее можно было преодолеть, и вы чувствуете себя побежденным, помните, что это неправда. Я возьму тебя за руку и проведу сквозь тьму, чтобы тебе не пришлось сталкиваться с этим в одиночку. Сын мой, твой отец любит тебя и никогда не оставит тебя. Теперь дай мне знать, что ты доверяешь мне и чувствуешь себя в безопасности в моих объятиях. Вы приходите ко мне с сердцем покаяния и благодарности, готовые услышать, принять и лелеять эти слова, наполняя ими свое сердце и изгоняя все плохое. Я тот, кто откроет дверь и проложит тебе путь. Ваш Бог, ваш Целитель, ваш Поставщик и ваш Хранитель. Я держу твою жизнь, твое будущее и твою семью в своих руках, и моя любовь будет окружать тебя. Сегодня вы ощущаете мое присутствие по-настоящему и мощно. Внимание, которое раньше беспокоило вас, сегодня снято с ваших плеч, и вы идете уверенно, хотя и не можете смотреть на меня своими естественными глазами. Ты чувствуешь мое присутствие. Вы верите в меня и в чудеса,
которые я могу творить в вашей жизни и жизни вашей семьи. Возьми меня за руку, и я терпеливо и нежно поведу тебя по пути любви. В этом месте, куда достигает моя воля, когда я говорю, буря утихает и море становится спокойным. Вы защищены, а ваш покой и безопасность настолько глубоки, что звуки ночи больше не пугают вас. Пока что вы не оказали особого сопротивления, чтобы сдаться. Пожалуйста, не сдавайтесь. Я молюсь, чтобы мои слова сегодня придали вам уверенности, смелости и терпения, чтобы терпеливо ждать моего пришествия. Успокойтесь, поговорите со своим сердцем и успокойте его, что бояться нечего. Даже когда вы ждали слишком долго и кажется, что ваши силы угасают, любящий Отец держит ключ к вашей жизни, амбициям и судьбе. Когда подуют ветры мира, ты забудешь все, что я помогал тебе, но я говорю им остановиться сейчас. Я так сильно тебя люблю, что никогда не подведу и не опоздаю. Я готов обратиться к тебе, чтобы спасти тебя. Кто любит тебя больше, чем я? Тогда, пожалуйста, ответьте от всего сердца. Вы видели те трудные времена. Мне видны все ваши трудности, старания и разочарования. Всегда помните, что вы проявили огромное мужество с того дня, как доверили мне ответственность за свою жизнь. Было много непреодолимых препятствий, и я их преодолел. Пожалуйста, будьте смелыми. Вы ни разу не проиграли битву. Сохраняйте доверие. Я понимаю, как сложно продолжать верить и ждать, когда кажется, что все рушится. Когда испытания и невзгоды угрожают полностью поглотить вас, возлюбленные, закройте уши для вражеской пропаганды. Избегайте издевательств и запугивания. Пожалуйста, поверьте моему обещанию и продолжайте идти. До твоего рождения у меня были большие планы на твою жизнь, и я очень любил тебя. Я никогда больше не брошу беспомощного юношу. Примите хаос этого мира и постарайтесь не зацикливаться на нем. Держи меня за руку и не позволяй ничему отвлекать тебя. Каждый день – это возможность бороться, а не сдаваться и не поддаваться разочарованиям и жалобам. Отпустите бремя, которое мешает вам мысленно перезагрузиться. Будьте осторожны со своими словами. Они могут причинить вам вред, но также могут спасти невинные жизни. Не позволяйте себе проиграть из-за вашей позиции. Используйте силу слова с умом, потому что слова могут разрушить невинные жизни. Какими бы трудными ни казались вещи, помните, что у меня есть силы улучшить вашу жизнь, будущее, личность, финансы, семейное положение, семейные конфликты и общее благополучие. Вместо того, чтобы убеждать врага, что вы не можете измениться, что ваше будущее полно поражений и проблем, что ваша судьба в депрессии и забвении, помогите другим вырасти и получить образование. Говорите мудрые слова, которые помогут. Если кто-то спросит вас, можете ли вы начать сегодня, вы можете с уверенностью сказать, что можете. Я не обещаю, что это будет легко, но обещаю, что вы получите мою помощь, поддержку и силу. Я люблю тебя и хочу, чтобы с тобой все было в порядке, несмотря ни на что. Я хочу сотворить для вас чудо и верю, что это возможно. Была причина, по которой меня распяли. Я знал, что ты родился в мире стыда и унижения.
Если ты мне веришь, сегодня я устраню все твое отчаяние и уныние, дитя мое. Ваш разум действительно может измениться, и реки ясного мышления потекут там, где раньше было только замешательство. На смену меланхолии приходит счастье, а на смену отчаянию приходит сильное желание жить, любить и прощать себя. Я давно простил тебе твои ошибки, так что отдай мне свое сердце. Пусть мое сердце будет наполнено благодарностью при любых обстоятельствах, когда я возвышу свой голос в хвале. Пусть мои трудности не заставят меня замолчать, но пусть мои уста с радостью провозглашают Твое величие. Пусть моя хвала продолжится, и мелодия хвалы Твоему имени разнесется эхом по небесным залам. Я получил обещание возрождения, восстановления и возрождения, и я приветствую эти обещания как дары от Бога. Господь, позволь Твоему Святому Духу влиться в мою жизнь и принести обновление и восстановление во все области, которые нуждаются в Твоем прикосновении. Пусть я переживу воскресение своего существа и повлияю на мир вокруг меня. Возлагая перед Тобой свои надежды и мечты, я верю, что Ты – Бог, который сдерживает свои обещания. И пусть Ваша благодать поддержит вас в любое время жизни, позволяя вам идти с уверенностью в том, что ваши лучшие дни еще впереди. Я завершаю эту молитву во имя Твоего могущественного, веря, что Ты – Бог, который слышит, отвечает и действует от имени тех, кто ищет Тебя. Это нормально. Дорогой сын, дорогая дочь, я надеюсь, что это послание и молитва, которыми я поделился, глубоко повлияли на тебя. Я искренне надеюсь, что негативные последствия пессимизма, неуверенности и сомнений не приживутся в вашей жизни. Вместо этого мы рекомендуем рассеять эти энергии и углубить вашу связь со Святым Духом. Я надеюсь, что когда вы закончите читать это видео, у вас появится обновленное чувство веры и надежды, уверенность в том, что Бог приготовил для вас самое лучшее. Помните, что в вашей жизни разворачивается божественный план. Если вы дошли до этого момента, пожалуйста, не стесняйтесь выразить свою благодарность в комментариях. Я очень горжусь тем, что вы со мной и что вы доставили мне огромную радость, посвятив несколько минут своего дня единению и единению. Дорогой сын, дорогая дочь, спасибо тебе за такие моменты. И я надеюсь, что такие моменты будут чаще случаться в вашей жизни. Если вы хотите еще немного пообщаться с нами, нажмите на видео, которое появится на вашем экране. Эта тщательно выполненная работа обязательно передаст вам особое послание. Я жду твоего присутствия там. Поскольку наше время вместе приближается к концу, я хотел бы искренне поблагодарить вас за то, что вы присоединились к нам в этот священный момент молитвы и размышлений. Даже в жизненных бурях помните, что вы никогда не одиноки. Божья любовь окружает вас, Божья сила поддерживает вас, и Божьи обещания поддерживают вас. Если вам понравилось это сообщение и оно нашло у вас отклик, оставайтесь на связи с нашим сообществом и подпишитесь на наш канал, чтобы получать больше подобного воодушевляющего контента. Ваша поддержка для нас неоценима, и вместе мы сможем продолжать делиться посланием надежды и веры со всеми, кто в этом нуждается. Прежде чем мы расстанемся, мы призываем вас поделиться этим видео со своими друзьями и близкими. Давайте распространим свет Божьей любви повсюду, касаясь сердец людей и затрагивая их души.
Пусть мир Божий, превосходящий всякое понимание, охраняет ваше сердце и умы во Христе Иисусе, когда мы идем разными путями. До свидания, дорогой друг. До тех пор, пока мы не встретимся снова, пусть Бог обильно благословит вас, и пусть Его благодать будет с вами на каждом этапе вашего пути. До свидания, давай встретимся снова.